Всем здравствуйте! Супер! А наш первый сюжет сегодня посвящен танцевальной студии Олеси Маливанник. И мне сразу было You want me, you hate me, I don't care. I don't care. Студия Олеси Маливанник уникальна тем, что она одна из немногих практикует у нас в Якутии такой стиль, как High Heels Dance. То есть танцы на каблуках. Ну а для чего их танцевать? Вот тут ты умеешь вот high heel dance делать, да? Но это вот для кого все это? Для себя. Для себя? Для саморазвития надо книжки читать, а не на каблуках танцевать. Даже сидеть на каблуках больно, понимаете, да? А многие, в принципе-то, и не участвуют. Ну, у меня было какое-то знакомство с... Ну, я бы не сказал, что с каблуками, а... Было все-таки. Я играл в футбол. Я играл... На каблуках? Я играл в футбол, у меня были бутсы каучуковые. И у меня со временем спереди вот все эти шипы, короче, они поотпадали. Я вот такой вот был футболист. Вот так у меня ноги стояли. Раньше было проще. Раньше был брейк и медляк. Медляк под мистер Кредо, брейк под фристайл. И вот и все. Вот и вся культура. Can't keep my hands to myself. No matter how hard I'm trying to. I want you all to myself. Your metaphorical gin and juice. All of the downs and the uppers keep making love to each other. And I'm trying. All of the downs and the uppers keep making love to each other. And I'm trying, but I can't keep my hands to myself. Здесь нравится динамичность, эксцентричность, сексуальность, женственность, пластичность, ритмичность. Это проявление, прежде всего, своей женственности, своей внутренней красоты, которую очень часто бывает в этом немножко сером мире не видно. Но это помогает раскрыться. Танец, я не знаю, наверное, я этим уже живу за 2 года, я привыкла к этому, что уже не представляю свою жизнь без танца. Лично я придумываю хореографию ночью на кухне. Ну, на самом деле, так и есть. Помимо вот танцевальной студии, у меня танцевальный спортивный клуб. Я тренер по спортивным бальным танцам. Это детки. В вечернее время это в основном взрослые группы. Помимо этого, у меня еще ребенок дома. Ну и творчеством, я так сказать, вот ночью занимаюсь. Танец как-то так сам собой приходит. Самое основное, самое сложное – это найти подходящую композицию. Когда я придумываю хореографию, я вслушиваюсь в композицию. Уже исходя из этого, как-то движения сами льются. Придумываем сами костюмы. Олеся дает нам идеи, подставляет, что как делать, мы все делаем. Все стразами облепляем, это все мы сами. Поэтому нас учит Леся. Это заслуга ее, правда. Планов очень много. Хотелось бы организовать следующей весной чемпионат, например, по направлению того же самого High Heels. Мне кажется, было бы интересно посмотреть, что бы из этого вышло. А вообще я планирую запустить направление реггетон. Так как я бальница, для меня латиноамериканские танцы очень-очень родные. Да? Поэтому реггетон – это клубная латино, наверное, по большей части. У Алисы так по-семейному. Она так ко всем девочкам относится с душой. Вообще, все девочки так хорошо общаются, прямо как семья. Алиса учит нас давать эмоции. Такого уровня, наверное, нет еще в Якутске. Я не видела таких танцоров, которые именно изнутри пытаются что-то достать из тебя, чтобы ты дал эмоции в танце.
для меня это воздух. То есть, на самом деле, счастливый человек, потому что я занимаюсь делом, и дело всей моей жизни – это мое любимое дело. Каждый из вас в меня что-то вложил, там, не знаю. Спасибо вам, девочки. Это ваш вечер, это ваш праздник. Вы благодарны за то, что ты есть такая, какая ты есть. Храбрая, трудолюбивая, за невозможности. Наш следующий сюжет посвящен науке. Его мы анонсировали в наших прошлых выпусках, и это мероприятие Science Slam. Что вы думаете о том, чтобы подавать науку в таком легком формате? Ну, наука, она и так доступна. Серьезно? Когда тебе говорят про науку, вот у меня почему-то первое всплывает это химия и физика, и как бы все. А на этом мероприятии были представлены такие науки, как психология, физика, химия, биология и много еще всего. Что самое удивительное, все эти доклады, которые представили ребята, они полезны на практике. К примеру, те же самые нитраты в фруктах, овощах. Ты начинаешь больше понимать и больше как-то разбираться. Ты тоже сейчас занимаешься научной деятельностью. Расскажи, пожалуйста. Нет, у меня все проще. У меня есть детское научное шоу, в котором я показываю разные интересные научные штуки при помощи моих юных экспериментаторов, а именно детей. Я вот подружился с жидким азотом, температура которого минус 196 градусов. Мы делаем якутский попкорн, например. Мы засыпаем попкорн, поливаем его азотом, и он становится такой холодный попкорн. Это вот тоже благодаря вот науке мы узнали. Science Slam можно назвать как научный стендап. Science Slam – это мероприятие, направленное на популяризацию науки. Слэмеры рассказывают о своем научном исследовании в течение 10 минут. На первом Science Slam в Якутске было представлено 7 разных тем, от мира растений до 3D-технологий. При этом выступающие не забывали и самое главное – подавать свой материал с юмором. Студентка Института психологии Екатерина Градина презентовала свое исследование на тему адаптации сотрудников колоний. В колониях есть воспитатели. Но это не такие воспитатели, как в детском саду, да? Вы никогда не увидите фотографии лучшей заключенные, да? Вы никогда не увидите мой выпуск условно-досрочных, люблю их, да? Если вы такого человека приняли на работу, в начале службы он у вас выглядит вот так, под конец службы он у вас выглядит вот так. По традиции, одним из выступающих Science Slam должен быть преподаватель. Сергей Ефимович Васильев рассказал о сохранении музейных экспонатов с помощью 3D-моделирования. Science Slam мне очень понравился. Каждый из нас занимается абсолютно разными делами, но в конце концов мы все-таки изучаем один мир. Мы стараемся сделать так, чтобы этот мир был близким человеку, потому что так или иначе человек несет ответственность за весь мир, в котором он живет. Чтобы подробнее узнать о том, как создаются точные цифровые копии, мы решили посетить Арктический инновационный центр. Цифровые копии создаются лазерным 3D-сканером. При его работе используются специальные светоотражающие метки. С помощью них формируется цельная объемная копия объекта. Культурное наследие народов севера, Якутии, оно из материалов природных. Важная задача, над которой мы сейчас работаем, создать копии разных объектов. В частности, например, чорон. Деревянные чороны при хранении в обычных и даже музейных условиях со временем трескаются. Уникальное культурное наследие может быть безвозвратно потеряно, но с помощью 3D-моделирования возможно создавать точные цифровые копии, причем с учетом всех нюансов микро- и макрорельефа. Каждый из этих объектов, с точки зрения сканирования, он имеет свои особенности, абсолютно разные. Бисер, он блестит, у него блестящая поверхность, ткань матовая поверхность. Ну и самое сложное, это, конечно, мех, потому что ворсинки меха, они создают такую причудливую картину. Очень сложно сканировать. Делали вы копии живых существ? Я могу вам показать собственную, например, 3D-копию напечатанную. Мы ее сделали, по-моему, уже 3 года назад. Для этого пришлось, как говорится, напрячься и пытаться не шевелиться. Макрорельеф поверхности, он уже соответствует тому, что на самом деле является.
Но мы сейчас разрабатываем установку для того, чтобы можно было в течение очень короткого времени сделать копию человека. Безусловно, проект Science Slam возрождает интерес к научным исследованиям. Следующая встреча с учеными состоится осенью этого года. Ну и наш третий, последний сюжет посвящен Великому дню. Это празднику Великой Победы. Вот что лично я чувствую 9 мая, не траур, а это вот гордость я испытываю. Гордость за свое отечество. А у меня есть такая мечта, это поехать на 9 мая в Севастополь, чтобы посмотреть на парад нашего флота. Каждый год на 9 мая я либо с родителями, либо с друзьями обязательно езжу на салют. Вот это такая традиция, с детства какие-то такие эмоции. Во-первых, гордость, а во-вторых, благодарность. Вообще вот это единение народа, когда все стоят с маленькими детишками и взрослые им объясняют, по какому поводу мы здесь сегодня все собрались, это не может не радовать. Ты ждешь Лизавета от друга привета, ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Приеду весною, ворота открою, я с тобой, ты со мною, неразлучны навек. В тоске и тревоге не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег. В тоске и тревоге не стой на пороге, я вернусь, когда растает снег. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.